Конфликт произошел в 2009 году между семьями из Энгель-юрта и Кади-юрта. И сегодня жители этих двух сел встретятся, чтобы решить многолетний раздор. Примирение проходит в строгом соответствии с чеченскими адатами. Потерпевшая сторона ждет у мечети, а род виновного в гибели человека, оставив свой транспорт далеко позади, к месту схода добирается пешком. Это знак уважения и смирения, ведь они идут просить прощения за совершенное их родственникам 12 лет назад преступление. Маджлис, на котором кровники прощают друг друга, возглавляет заместитель муфти Ансар Хитиев. Он этими вопросами занимается уже много лет. سيد حمزة غير هون غيديو حق صباح كل بولش مسكين غيديو انت دول هار جتش دهار مصلحة دهار الله خيش بيحك باش شن ديغري داخل دكتور. Мудрость и терпение старейшин, участвовавших в переговорах, принесли свои плоды. Богословам удалось примирить враждующие стороны. В знак примирения старейшина, принимающий стороны, снял капюшон с виновного. По традиции убийца появляется будто бы в саване, готовый к справедливому возмездию и собственной кончине. В древности его участь могла бы быть печальной, но в наши дни подобные многолетние конфликты удается разрешить при помощи специально созданной комиссии, куда входят богословы и старейшины. شاش أزبلهم حويكلون على ويكلون يرى ديل إدعاء ما إلا راه داق يلشنا إدعاء وديس نجباكنا أستاذ أولى إدعاء تانا وينوك هور نقشي زنترخه دوغلوش ساقتش وفتحي دعي اشتجاش لجاش انتر دولشاش مصلحة دجاش بوخوارا. Кровники ответили на просьбу о примирении ради Всевышнего Аллаха, ведь это богоугодное дело. Ustaş rez xilaqan taqoq yuq bolbolchu o baqinaqna deshnaaqna deli ustaz rez xil qaqar xazna yaxsandağın naqostaldi qara o taqana singöttme naqante ishtajo balahulsh men hondora ishna halqa boğş bal naqir da boğş qarim yuq daqna qachna del rez xil. Аюб Мицигов был убит в потасовке в 2009 году. Тогда виновный в его смерти Аслан Хадалов был приговорен судом на 16 лет лишения свободы. Он освободился по УДО из колонии спустя 8 лет. Однако, если у государства вопросов к Аслану Хадалову больше не осталось, ему еще предстояло добиться прощения у рода Мициговых, что и удалось сделать сегодня. С этого момента конфликт исчерпан. Стороны простили друг друга и, как говорят богословы, истинное правосудие будет вершить уже Всевышний в судный день, где каждому воздастся по его заслугам и прегрешениям. Комиссия по примирению кровников создана по инициативе главы региона Рамзана Кадырова больше 10 лет назад. В результате ее деятельности в Чеченской Республике только за первый год удалось примирить около 500 семей. Эта работа активно продолжается и по сей день. Ислам Хадизов, Исмаил Ахмадов. Новости.